Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Якутии из-за лесных пожаров. Глава региона подписал соответствующий указ. Кроме того, СН Николаев на совещании оперштаба сегодня уделил внимание безопасности проведения игр Манчары. В Горном Улусе заболеваемость ковид не снижается. А прямую трансляцию с «Эхо Улан-Хо» национальная вещательная компания покажет на двух телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Покажем и прямую трансляцию игр ДГНа. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Якутии из-за лесных пожаров. СН Николаев подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях сообщил председатель Госком-ОБЖ региона Дмитрий Лепчиков. Между тем, за неисполнение или нарушение решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности предлагается установить административную ответственность и налагать штрафы на должностных лиц в размере от 10 до 30 тысяч рублей. Соответствующий проект регионального закона рассмотрен сегодня правительством Якутии. Дмитрий Лепчиков пояснил, что подобная административная ответственность за неисполнение решения КЧС введена в других регионах страны. Так, в Краснодарском крае и Псковской области аналогичные законы действуют с 2003 года. Члены правительства поддержали законопроект. Принято решение внести его на рассмотрение Госсобрания Илтуме. А правительство России направило на создание лесопожарного центра «Север» свыше 5 миллиардов рублей. Основной аэропорт базирования лесопожарного центра структурного подразделения авиалесоохраны расположен в поселке Черемшанка Красноярского края. Учреждение рассчитано на 390 сотрудников. Центр будет оказывать помощь наиболее горимым регионам, тушить пожары на труднодоступных и удаленных территориях Сибири и Дальнего Востока, прежде всего в Якутии, Красноярском крае, Иркутской области, Забайкальском крае и в Республике Бурятия, говорится в сообщении. Ход обработки очага сибирского шелкопряда приехал проверить директор Российского центра защиты леса Виталий Акбердин. Напомню, в прошлом году на территориях Якутского, Намского и Хангаласского лесничеств был выявлен очаг сибирского шелкопряда общей площадью около 205 тысяч гектаров. При этом 2/3 площади приходится на Хангаласский район. Химический препарат кланрин для обработки пораженных лесным вредителем территорий завезли на прошлой неделе. Это 40 тысяч литров раствора. На сегодняшний день препарат распылили с самолетов Ан-2 на общей площади более 50 тысяч гектаров леса. Полностью закончили обрабатывать в Намском лесничестве. Продолжается работа в Хангаласском районе и в городе Якутске. Сейчас работает уже 7 самолетов на обработке. К сожалению, мешает погода, жара стоит. Поэтому в такую жару нельзя распылять препарат, потому что он просто не долетит до леса, испарится. То есть, получается, распыляют в вечернее время, да? В основном вечернее, практически полночи. Пока вот стоит более-менее погода. К счастью, у вас в Якутии ночью светло, поэтому более-менее можно летать. Сейчас к эпидобстановке за сутки выявлено 95 новых заражений коронавирусом в регионе. Из них в Якутске 57, в Алданском районе 7 случаев, в Мегино-Кангаласском, Мирнинском и Нерюнгринском по 5, в Овино-Батантайском 4, в Вилюйском 3, в Аймиконском, Сунтарском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах по 2 случая и в Верхневилюйском районе 1. Лаборатории республики провели более 1100 исследований на ковид. Кроме того, в Якутию поступило всего 214 тысяч доз вакцины с начала пандемии. Первый компонент получили 193 тысячи человек, второй – 158,5 тысяч якутян. Если вы планируете отпуск, командировку или выезд, обратите внимание на те правила, которые действуют в субъекте Российской Федерации, в которую вы собираетесь выехать. В связи с тем, что в ряде субъектов Российской Федерации уже внесены ограничительные меры на въезд в субъекты с точки зрения именно наличия сертификата вакцинального или соответствующего анализа ПЦР 3-суточной давности. Сегодня на оперативном штабе глава Республики Саха-Якутия обратил внимание глав муниципальных образований на необходимость регулирования миграционного потока между улусами республики и населенными пунктами через институт вакцинации.
Глава Якутии на совещании оперштаба также уделил внимание безопасности проведения игр Манчары в Горном Улусе. Айсан Николаев подчеркнул, что эпидситуация в регионе остается непростой. Незначительный спад заболеваемости, который сегодня наблюдается в ряде районов республики, в любой момент может смениться ростом из-за завоза инфекций извне. Поэтому необходимо усилить темпы вакцинации, отметил глава. В Горном Улусе заболеваемость не снижается, а вакцинация среди населения идет крайне низкими темпами. Если за оставшееся время данные показатели не улучшатся, то по предложению главного санитарного врача республики формат проведения игр Манчары может быть изменен. Игры должны пройти с 6 по 11 июля в селе Бердигистях. Ограничения на взлетно-посадочной полосе Нерюнгри будут действовать до ноября текущего года во время рабочей командировки в Нерюнгринский район. Сегодня Айсан Николаев ознакомился с ходом реконструкции аэропорта. Глава региона осмотрел строящуюся взлетно-посадочную полосу. Он распорядился завершить работы в установленные сроки, чтобы уже к 1 ноября самолеты начали летать в штатном режиме по сезонному расписанию. Кроме того, глава проверил реализацию программы переселения из аварийного жилья. Считаю, что хорошо здесь у нас реализуется проект по переселению людей из аварийного жилья. Вместе с тем, конечно, мы помним, что при еще первом этапе были допущены серьезные нарушения по Серебряному Бору. Тогда ряд домов не были вообще сданы вовремя, и республике тогда пришлось вкладывать дополнительные средства для того, чтобы первый этап по Нерюнгринскому району, по Серебряному Бору закрыть. Вот сейчас вот эти дома наконец-то достраиваются. Видим, что часть из них уже достроена, часть достраивается буквально в эти недели. И сейчас дано поручение району вместе с администрацией поселка уже дома эти принимать. Вот. Ну и в дальнейшем уже отрабатывать их вопросы использования для нужд как дальнейшего переселения из аварийного жилья, так может быть использование как жилья для работников бюджетной сферы. В городе Нерюнгри сейчас начинается комплексная застройка жилая. Так, квартал Р, застройку которого начала компания «Колба», уже получил, скажем так, мастер-план. Сейчас уже первые дома начали строиться. Строительство школы и детского сада в селе Крест-Кытыл Намского улуса завершится в конце года. Здесь по нацпроекту образования строят школу на 220 учеников. Объект находится в центре села. Его площадь составит более 5000 квадратных метров и включает в себя 3 блока: учебные помещения, спортивный зал, интернат на 50 мест. Также напротив школы строят детский сад на 240 ребятишек. Завершение строительства двух образовательных учреждений намечено на конец года. Будущие ученики школы и воспитанники детского сада вместе с родителями с большой надеждой ожидают открытия. Утепление чердачного перекрытия сейчас производится работы. И монтаж окон начнем. Вот, и кровельные работы. Вертикальная планировка, благоустройство начнется, ограждение начнем делать. Все. Ну, по графику идет. Маленький сын нынче первоклассник, поэтому очень ждет и говорит, что это моя школа строится. А старший сын у меня уже 11 класс, мы хотим быть первыми выпускниками нынче. Садик тоже ждем, потому что у меня там маленькая дочка нынче 1,5 года будет. 5 арктических районов очистят от металлолома. Сегодня в Министерстве по развитию Арктики и делам народов Севера Якутии провели совещание в формате ВКС. Как отметил в своем выступлении первый замминистра по развитию Арктики Сергей Неустроев, на территории 5 арктических районов – это Устьянский, Булунский, Нижнеколымский, Анабарский и Алаиховский – зарегистрировано около 5 миллионов тонн металлолома, которые необходимо вывести. По итогам совещания подписан документ, паспорт проекта по очистке прибрежной части арктической зоны Якутии от накопленного металлолома с вовлечением представителей бизнес-сообщества. Наша задача в этом году отработать все дорожные карты по каждой, почти по всем точкам локализации этого металлолома. Какой металлолом где лежит, в каком виде, либо это цеха с оборудованием, либо это горно-шахтное оборудование какое-то, либо это просто бочки какие-то, значит, здания старые, суда и так далее, и так далее. Предварительную работу Министерства экологии
нашей республики провело. Мы должны будем сверить все эти данные, посмотреть внимательно все непосредственно на месте, на земле. Вот именно все это и проектный офис должен оценить и к концу года внести руководству республики свои предложения, как выстроить эту работу в плановом режиме. Прямую трансляцию Саха Олонхо национальная вещательная компания покажет на 2 телеканалах: Якутия-24 и НВК «Саха». Так, 26 июня в 11:00 начнется торжественная церемония открытия. Праздничная программа продлится 2,5 часа. В 19:00 телеканал покажет конкурс исполнителей Олонхо среди взрослых, молодежи и детей. Трансляция конкурса «Сказители Олонхо» продолжится 27 июня в 10:00. В 17:00 культурная программа завершится церемонией закрытия национального праздника Эсэх Олонхо. Кроме того, наши телеканалы будут вести прямую трансляцию соревнований по национальному многоборью «Игры Дегына». Прямой эфир 26 июня стартует в 16:00 и будет длиться 3 часа. 27 июня в заключительный день состязаний 5-часовое прямое включение начнется в 12:00. Отметим, что на телеканале Якутия-24 впервые соревнования будут транслироваться с комментариями на русском языке. Эфир можно будет посмотреть на сайтах каналов во вкладке «Прямой эфир», а также в приложении Smart TV и в мобильном приложении НВК «Саха» для iOS и Android. Напомним, традиционные спортивные состязания Эсэха Туймады в этом году пройдут без зрителей. В Якутске открылась выставка Тампонского улуса. Она приурочена к 90-летию со дня образования района и столетию якутской автономии. Тампонский улус сегодня является перспективным промышленным районом, где активно идет добыча угля, также развивается сельское хозяйство. Большое внимание уделяется развитию и сохранению национальной культуры и языка. На выставке представлены уникальные экспонаты народных мастериц. Например, посетители могли увидеть национальные костюмы из оленьих шкур. Наряду с познавательной экспозицией можно окунуться в историю создания района, а также увидеть архивные фото и документы известных тампонцев. Сегодня мы обращаемся к истории, чтобы с благодарностью вспомнить тех людей, которые прославили ее. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем своих прадедов, которые стояли у истоков основания развития нашего района. Посетители выставки, думаем, что смогут окунуться в историческую картину становления нашего района и познакомиться с разнообразием архивных документов. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.